Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. На границе Киргизии и Таджикистана при восхождении на один из высочайших пиков Центральной Азии погибли 3 российских туристов. В Узбекистане на глазах матери спецслужбы похитили российского муфтия. Местонахождение священнослужителя неизвестно. Никаких обвинений не предъявлено. Метеорологи прочат Таджикистану новые паводки. Сейсмологи предсказывают Кыргызстану новые землетрясения. Ислам Каримов назвал имя преемника на посту президента. Опять граница. Около 200 кыргызстанцев и таджикистанцев бросились в рукопашную схватку против друг друга. 5-я смерть в таджикской армии. Минобороны пыталась выдать выстрел в голову за утопление. Мастерство или халатность. Киргизский пилот сумел посадить пассажирский самолет на недостроенную полосу. 3 российских альпинистов погибли в горах Памира на стыке границ Кыргызстана и Таджикистана при покорении одной из высочайших вершин мира – пика Ленина высотой 7134 метра. Об этом сообщило Управление информационного обеспечения Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана. Вертолеты сил воздушной обороны вылетели в Баткенскую область для эвакуации тел 3 погибших, а также польского альпиниста, погибшего ранее при переправе группы спортсменов через горную реку в труднодоступном участке Баткенской области Киргизии. Генеральное консульство России в Аше уже подтвердило факт гибели 3 альпинистов, которые являлись российскими гражданами. По предварительным данным, все погибшие были жителями Москвы. Они отправились покорять пик Ленина, как его называют в Кыргызстане, или пик Ибн Сины, как его недавно переименовали в Таджикистане. Вершина является одной из высочайших в мире и 2-й по высоте на пространстве бывшего СССР. Там нередки случаи трагических смертей. Совсем недавно при покорении этого пика расстался с жизнью американский альпинист. Погибший 36-летний гражданин Польши скончался еще 29 июля при переправе через горную реку. В течение нескольких суток спасатели совместно с пограничниками проводили сложную операцию по извлечению тела погибшего из бурного горного потока. Шокирующий случай произошел в Андижане. Узбекские спецслужбы без предъявления обвинений на глазах матери похитили Тимура Турсунова, гражданина России, этнического узбека, который уже долгое время служил муфтием в Кировской области. Он приехал в Узбекистан навестить пожилых родителей, планировал возвратиться рейсом Ош-Свердловск, но пересечь границу киргизскую не успел. На контрольно-пропускном пункте Дастлик его похитили неизвестные. Тимур Турсунов приехал в Андижан к родителям. Сразу по прилету сотрудники госбезопасности Узбекистана более 4 часов допрашивали его в аэропорту. По утверждению родителей, после этого за ним была установлена слежка. Поняв это, муфтий прервал свой отпуск и срочно купил себе и матери билет на рейс Ош-Свердловск, надеясь беспрепятственно вылететь из Кыргызстана домой. При пересечении госграницы в пункте Дастлик неизвестные люди на глазах матери и пограничников, которые не вмешивались в происходящее, скрутили ему руки и увезли в неизвестном направления. Мать Турсунова обратилась в милицию, но официального ответа не получила до сих пор. Заявление было написано и на имя российского консула в России, однако реакции пока также не последовало. О подробностях данного дела рассказывает правозащитник Бахром Хамроев. Я сделал уже заявление о обращении к консулу Российской Федерации в Ташкенте, сделал свое обращение, подробно написал о происходящем, то, что происходило с Турсуновым Тимуром, который работал в муфтием Кировской области. Я ездил, встречался с муфтием, встречался с узбеками, земляками, со всеми разговаривал. И он, хотя опасался, что с ним могут что-то случиться, он об этом говорил, но тем не менее к матери хотел поехать, после праздника хотел поехать и там побывать 2 недели отпуск. Почему-то он быстро перервал свой отпуск, это понятно, потому что за Турсунова, муфтия Кировской области, заместитель муфтия Кировской области, установили узбекские власти слежка, регулярно за ним находились люди, которые наблюдали и издалека, около дома стояли, но поэтому муфтий Турсунов, заместитель муфти Турсунов опасался и вместе с матерью пошел, купил билет, и вот все равно не удалось ему защищать себя от таких непонятных действий узбекских спецслужб.
Портал Азадагон опубликовал мнение известного узбекского политолога Усмана Хакназарова, по данным которого Ислам Каримов уже назвал в узком кругу приближенных лиц имя своего преемника. Имя человека, на которого пал выбор президента Узбекистана, первым услышали высшие чиновники, которые некоторыми экспертами также назывались вероятными преемниками Ислама Каримова. Это Рустам Инаятов, Адхам Ахмедбаев, Шавкат Мирзияев и Рустам Азимов. Разговор происходил в резиденции Куксарой. Наследовать страну должна младшая дочь Каримова Лола. Ислам Каримов начал разговор с того, что рано или поздно любой человек начинает стареть и ограничиваться в своих возможностях. Он заявил, что считает полезным до следующих президентских выборов передать место более молодому и энергичному преемнику, устраивающему все заинтересованные стороны. «Думаю, — обратился к собравшимся сановникам Ислам Каримов, — вы не будете против, если в течение моего последнего срока постепенно подготовим к этой миссии Лолу, которая, в отличие от Гульнары Каримовой, обладает дипломатической выдержанностью и в международных кругах имеет положительный авторитет». При этом Каримов заверил, что все будет по-старому. Передача поста не повлияет на положение сановников. В первую очередь это касается дальнейших функций руководителей силовых структур. На своих постах останутся также премьер и его первый заместитель. Насколько велика вероятность подобной встречи и подобного выбора в преемнике, мы попросили оценить следующего эксперта. Знаете, вот трудно что-то сказать, потому что Каримов такой человек, во-первых, он не собирается пока давать свой пост кому-нибудь, хоть своим дочерям. Но, знаете, вот были времена, когда-то про Гульнары тоже так говорили. Я считаю, мое мнение это, Каримов еще изменит, если это реально, еще изменит свое мнение. Сейчас трудно сказать конкретного преемника Каримова. Поэтому мое мнение, это я не уверен, что он уже назначит себе преемником дочери Лола. Далее коротко об актуальных новостях в Центральной Азии. Старший сын покойного главы движения «Талибан» Мохаммад Омара, Мулла Якуб, претендовавший на занятие места отца, был убит на прошлой неделе. Смерть молодого претендента связана с ведущейся борьбой за власть в Талибане. Сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Таджикистана при попытке провоза крупной партии наркотиков были уничтожены двое афганских контрабандистов. На месте происшествия было изъято 275 килограмм гашиша. Между Ташкентом и киргизским Балыкчи, расположенным на берегу Иссык-Куля, начнет курсировать постоянный поезд. Начиная с августа, каждое воскресенье узбекистанцы смогут добраться по железной дороге до иссык-кульских здравниц. Поезд идет примерно сутки. В Казахстане разработали социальную сеть специально для невесток. Ее так и назвали – Келин. В ней есть 4 раздела: тесты, где девушки смогут оценить свой уровень невестки, рецепты, словарь и секреты. В секретах девушки анонимно смогут обсуждать своих свекровей или мужей. Гидрометеослужба Таджикистана предрекает в ближайшие дни в республике повышение температуры воздуха, что спровоцирует поднятие уровня воды в горных реках. Комитет по чрезвычайным ситуациям переведен на усиленный режим несения службы в связи с угрозой новых селей и паводков. В ближайшие дни в республике ожидается повышение температуры на 5 и более градусов, что приведет к поднятию уровня воды в реках Гунд, Пянж, Бартанг, Ванч, Язгулом, Вахш и Заравшон. Это может спровоцировать сход новых селевых потоков. Синоптики прогнозируют в Бадахшане повышение температуры воздуха до плюс 29 градусов по Цельсию, что довольно высоко для высокогорного региона. В других областях, а также городе Душанбе, температура будет достигать 41 градуса. В соседнем Кыргызстане Министерство чрезвычайных ситуаций распространило прогноз Института сейсмологии. Согласно ему, очередная фаза увеличения сейсмической опасности ожидается в этом году на всей территории республики, но наиболее опасными зонами является Баткенская и Ошская область, которые граничат с Таджикистаном и Китаем. Там возможны землетрясения интенсивностью в 7-9 баллов.
Второе место по опасности занимает районы ожидаемых землетрясений северного Тяньшаня. Это Иссык-Кульская область и зона Южно-Ферганского разлома. Уже в августе будет наблюдаться рост числа природных катаклизмов, что связано с изменением погоды. Колебания температуры воздуха, усиление ветра, ливневые и продолжительные дожди в предгорных и горных зонах могут стать причиной селевых и паводковых процессов, оползней и подтоплений. МЧС предупреждает, что продолжительные ливни могут создать селевые потоки с расходами, превышающими пропускные способности русел рек в пределах населенных пунктов. Насколько опасным являются прогнозируемые сейсмотолчки? И что советуют сейсмологи для граждан? Интервью директора Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана Канатбека Абдрахматова. Для того, чтобы сделать такое заявление, у нас, естественно, были основания. Значит, одно из самых главных оснований – это статистика сейсмических событий. Дело в том, что по нашим данным в конце этого года ожидается всплеск сейсмической активности на территории Кыргызстана. И обычно к этому повышению сейсмической активности бывают приурочены достаточно сильные сейсмические события. Это во-первых. В первую очередь, так сказать, районы повышенной опасности – это юг нашей республики. Там возможно такие события. И во вторую очередь это Иссык-Кульская область, где, скажем, в прошлом году уже произошло 7-бальное, достаточно разрушительное землетрясение. Это говорит о том, что наши прогнозы имеют под собой определенные основания. И второе, как подготовиться к этим событиям. Вы знаете, я должен сказать, что если произойдет 7- или 8-бальное событие, то, в принципе, оно не такое уж и страшное. Вчера на киргизско-таджикской границе произошел конфликт между жителями Баткенской области Кыргызстана и Сагдийской области Таджикистана. Около 120 таджикистанцев и 80 кыргызстанцев метали друг в друга камни. По данным киргизской стороны, конфликт между жителями возник из-за того, что граждане Таджикистана перекрыли жителям киргизского села Кокташ дорогу для проезда к кладбищу, которое проходит через село Майское, где проживают таджикские семьи. В знак протеста кыргызстанцы перекрыли канал, по которому течет вода, поступающая в таджикское село Чуркух. Село Чуркух фактически является таджикским анклавом на территории Кыргызстана. Конфликты здесь происходят между населениями и пограничниками постоянно. Между тем, по данным Азади, противостояние накалялось более 10 дней. Первые сообщения о скоплении на границе возмущенных людей с обеих сторон опубликованы еще 25 июля. Очевидно, что вчера долго назревающий конфликт достиг апогея. В ход пошли камни. С таджикской стороны ранения получили по предварительным данным 7 человек. С киргизской 5, при этом на киргизской стороне 7 домов и 1 автомашина пострадали. В настоящее время ситуация на границе относительно стабильная. Здесь находятся пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана. Местные власти в оперативном порядке проводят разъяснительную работу с населением. Хотя что им мешало это сделать раньше, пока конфликт не перетек в рукопашную, непонятно. Очередная, уже 5-я за 3 месяца смерть солдатов таджикской армии и очередная попытка выдать убийство за несчастный случай. 20-летний парень Нурали Хайдаров прослужил 1,5 года. При передаче тела мертвого сына родителям Минобороны запретила показывать при прощании его лицо родственникам. Официальная версия: парень утонул. Но родители, нарушив запрет, осмотрели тело и нашли не только ожоги на лице, но и пулевое отверстие во лбу. Отец убитого парня не верит в версию утопления. Он сам видел след от пулевого ранения на лбу. По его словам, которые приводит Азади, даже часть лица его сына была обгоревшей, поэтому он не согласился с требованием представителей части не показывать лицо сына. При этом все чиновники, которые должны заниматься расследованием инцидента, открещиваются от комментариев, ссылаясь, что у них нет заключения о смерти Хайдарова, хотя его смерть произошла еще 4 дня назад. Буквально ровно неделю назад мы сообщали о смерти Азама Убайдулоева, новобранца, который накануне смерти позвонил отцу, чтобы пожаловаться, как старшие сослуживцы заставляют молодых есть мыло. На следующий день парня не стало. По официальной версии он совершил суицид. Уголовное дело было возбуждено против офицера, который своими пытками и избиениями довел парня до самоубийства. Хотя родственники считают, что парня все-таки убили. 2 недели назад 20-летний военнослужащий Парвиз Дустматов был зарезан прямо во время обеда из-за вспыхнувшей ссоры. Ответственные офицеры до сих пор не понесли наказания. Был арестован только 2-й участник
поножовщины. Месяц назад 18-летний Абдувахоб Каюмов, по данным Минобороны, во время учений сорвался в пропасть. Однако проведенная родителями судмедэкспертиза показала, что парень скончался от побоев. До сих пор Минобороны отказывается признавать смерть не случайной. 2 месяца назад Фирдавс Рахматов, успевший отслужить всего месяц, был убит старослужащими. Причем изначально военное ведомство списывало убийство на солнечный удар. После публикации отцом снимков убитого сына со следами побоев военное ведомство признало факт убийцы. Киргизский пилот по ошибке посадил управляемым им самолет на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Краснодаре. На борту находилось 122 человека. То ли благодаря мастерству пилота, то ли благодаря везению никто не пострадал. Посадка была совершена в штатном режиме. В тот же день самолет вылетел обратно в Бишкек. Боинг 737-300 следовал по маршруту Бишкек-Краснодар. На строящейся полосе были нанесены специальные знаки, запрещающие посадку. Однако пилот их не заметил и посадил гражданский лайнер на полосу, которая фактически меньше положенной длины. Расследование инцидента передано авиационным властям Кыргызстана, которым предстоит оценить, была ли это халатность пилота или его героизм. Многие пользователи в соцсетях с гордостью прокомментировали мастерство киргизского пилота. Другие его осудили за ошибку, которая могла привести к гибели 122 человек. С вами было Центральноазиатское телевидение. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.